На самом деле госзаказ – это выделение государством средств через министерства или исполнительные органы в регионах, акиматы, для, это как звучит, для освещения социально важных проблем и тенденций в государстве. Но как это происходит? Мы проводили исследования по госзаказу просто. И анонимно редакторы говорили, что, конечно, существует какое-то лицо, доверенное от государства, которое курирует на самом деле, насколько адекватно в данном случае в кавычках выполняется отрабатывается этот государственный заказ. Журналисты воют иной раз, когда работают в рамках госзаказа, когда им надо написать 25-ю статью на какую-либо социальную тему, информационных поводов нет. Ничего не происходит в этой тематике. Да? Азиада прошла уже давно. Надо написать. И начинается хождение по мукам. Юзается активно интернет, перелопачиваются старые статьи, и получается, печатается очередная на 500 квадратов, выхолощенная абсолютно статья, которая не содержит ничего нового, ничего конъюнктурного. То есть на самом деле госзаказ выхолащивает и выравнивает пространство информационное. Потому что чем больше средств выделяется, и чем больше получают средства массовой информации, чем больше они подвержены и самоцензуре, и контролю негласному, да, какими-то курирующими структурами от государства, когда мне становится все равно, да, какую газету читать, по большому счету. Зачем нам столько средств массовой информации? Согласно данным за 2009 год, вот представьте, 2,2 миллиарда тенге было выделено на госзаказ. Огромная сумма. Так вот, 70% средств массовой информации по состоянию на 2009 год уже так или иначе получали госзаказ. Возможно, это было связано и наверняка было связано с предстоящим председательствованием Казахстана в ОБСЕ, когда информационно и председательство ОБСЕ вошло в перечень тем, которые освещаются в рамках госзаказа. У многих средств массовой информации выработалась привычка жить на госзаказ, что совершенно девальвирует. Да, ждем деньги, вот сейчас будет тендер объявлен, выиграем, уже есть какие-то лояльные договоренности, вот выиграем и опять. То есть менеджмент для развития своего издания, своего телеканала отсутствовал. Соответственно, вот это ожидание тоже выхолащивает средства массовой информации. Кто из вас видел когда-либо отмеченную статью по госзаказу в средствах массовой информации, выделено, что написано в рамках госзаказа? Мы же видим, написано, на правах рекламы опубликовано, или выделена в специальную рамку статья, когда она рекламного или пиар назначения. Вот это тоже проблема. С моей точки зрения, это нарушение моих потребительских прав, как потребителя. Я должен знать, потому что если я читаю на правах рекламы, да, я делю это на два. Если я читаю в рамках, что написано в рамках госзаказа, я тоже делю это на два. Скажите мне, почему госзаказ получают государственные средства массовой информации? Убейте меня, я этого не понимаю. Но это бюджетное средство массовой информации, «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», телеканал «Хабар», тот же. КТК не государственная. Нет, это акционерное общество, это немножко другое. Хотя регулируется, конечно, государством, о чем я говорил. Но почему государственные, которые финансируются из бюджета, получают еще, выигрывают с завидной периодичностью, которые и так априори лояльны государству, публикуют эти темы социально важные, которые интересны государству, еще получают дополнительный бюджет. И огромнейшие площади на рекламу. На самом деле, когда мне говорят, что это возможность помогать СМИ госзаказ, нет. Если мы обратимся к практике зарубежных стран, и в Канаде в той же есть государственный заказ, который помогает выживать, он называется, может быть, не государственный заказ, средством массовой информации. Но на что он направлен? Он направлен на долгосрочные результаты. Не дайте вам денег, мы заплатили зарплату, написали статью, нас читают, не читают, нам все равно на самом деле.
там поддерживаются, например, да, запускается средство массовой информации работы, какие-то льготы на бумагу, какие-то льготы на типографию, на закупку оборудования, которое позволит средствам массовой информации существовать долго, на обучение редакции и так далее. То есть то, что позволяет вкладывать в долгосрочные перспективы, но никак не на разовую, ежегодную какую-то поддержку. Я пришел к определенному мнению. Мы сейчас информацию не прочитываем часто, а просматриваем. Давайте, скажите, когда вы читаете информацию, всегда ли вы статью, например, в интернете, в печатных средствах массовой информации дочитываете до конца, от и до? Да, если интересно. А если нет, то дальше продолжаем смотреть. Если польза от этой информации, важна ли эта информация, актуальную ли тему там обсуждать, кто обсуждает? Вы все являетесь пользователями наверняка социальных сетей. И я думаю, это социальные сети вот именно выработали это восприятие информации и проецируя на средства массовой информации. Мы когда ленту в Фейсбуке, да, 100 сообщений, 100 разных постов, так, 2 из них прочитали, 10 раз лайкнули, потому что только заголовок понравился, или фотография, мы открываем газету или интернет-портал какой-нибудь, мы действуем точно так же. Мы пробегаем, прочитываем. Хорошо это или плохо? Ну, можно об этом тоже рассуждать. Кто-то скажет хорошо, кто-то плохо, а здесь нет никакой правды. Средства массовой информации должны быть ориентированы на потребителя, поэтому они должны и учитывать этот момент. Поэтому средства массовой информации сейчас, извините за тавтологию, в массовом порядке переходят в интернет.